В этом году исполнилось 300 лет со дня рождения поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Он основоположник туркменской классической литературы. В Москве в библиотеке иностранной литературы прошла конференция, посвященная его творчеству. Елена Ширяева продолжит. Фраги – это наше все, говорят туркмены. Даже здесь, на выставке в Москве, посвященной поэту, гости общаются на языке фраги. Его стихи давно разобрали на цитаты. Его слова, его стихи, его строки до того глубоко дошли для туркменского народа, потому что они стали уже крылатыми словами всего туркменского народа. И все, начиная уже с младенчества, мы уже воспитываемся на его стихах. Фраги изменил туркменский поэтический язык, сблизив его с народной речью. Многие стихи стали доступны российскому читателю благодаря Ивану Голубничему. Он перевел почти 250 произведений поэта. За это был удостоен госнаграды Туркменистана. Заслуга Махтумкули Фраги сопоставима с заслугой нашего великого гения Александра Пушкина. Он раскрепостил поэзию Туркмении. Он стал ее создавать в рамках повседневного языка. Она стала понятной, доступной. Настоящее имя поэта Махтумкули. Он жил и творил в 18 веке. Первым его учителем стал отец. Он привил любовь к языкам, философии, истории. Затем Фраги учился у лучших педагогов в Бухаре, Азербайджане, Афганистане. Свои стихи подписывал псевдонимом Фраги, что означает «разлученный». Он взял такой псевдоним, так как он всегда был одиноким, много страдал. Его часто покидали любимые люди. Девушку Мингли, которую он любил, выдали замуж за другого. Сыновья поэта умерли рано, когда одному было 12, а другому 7. В Туркменистане очень берегут память о Фраги. В республике хранятся его документы. Сборник из 80 произведений, скопированных по подлинным рукописям поэта его близкими родственниками. Книга расписана золотом. Эта коллекция включена ЮНЕСКО в Международный реестр программы по вопросам образования, науки и культуры «Память мира». Наследие туркменского поэта бережно хранят и в России. Проводят научные конференции, где анализируют его творчество. Открывают памятники в российских городах. Известно, что Фраги много путешествовал, в том числе был на территории современной Астраханской области. В России открыты монументы Махтумкули в Ставропольском крае, в Астраханской области. Именем Махтумкули названа среднеобразовательная школа в деревне Фунтово, близ Астрахани. Мы планируем в этом году открыть бюст и монумент Махтумкули в Москве и Санкт-Петербурге. Творчество Фраги настолько богато, что не умещается только на страницах книг. По мотивам его стихотворений художники рисуют картины. На сцене театров ставят спектакли, а музыканты создают большие произведения. Например, пишут оперу. Композитор Мамед Гусейнов написал монооперу. В основе философские стихи Фраги. Махтумкули пришел к нам из музыки, так как в 20 веке большинство его наследия восстановили со слов бахши, сказителей музыкантов. Очень мало рукописей осталось, и все стихи восстанавливали со слов бахши, поэтому они музыкальные. «Мое имя услышишь во всякой стране и на любом языке». Эти строки Фраги оказались пророческими. Имя поэта известно далеко за пределами Туркменистана. И даже спустя 300 лет со дня его рождения стихи продолжают звучать на разных языках мира. Елена Ширяева, Ирина Кузьминская, Юлия Козлова, Роман Демидов, Андрей Аникеев. Мир 24.